Вы бывали в ботаническом саду Бишкека? Нет? Тогда мы советуем посетить один из крупнейших ботанических садов в Центральной Азии. Ботанический сад имени Энвера Гареева при Национальной академии наук организован 80 лет назад, и в городе Бишкек он включает в себя 3 территории. Дендрарий-заповедник, расположенный на улице Горького, собрал в своей коллекции более 1700 видов, форм, сортов растений. Здесь ведут свою работу сотрудники лаборатории древесно-кустарниковых растений. Благодаря работе данной лаборатории были изучены и адаптированы в наших условиях деревья и кустарники Северной Америки, Европы, Кавказа и соседних стран Центральной Азии в озеленении нашего города. Эти растения по сей день окружают бишкекчан в городской среде, и мало кто из нас знает, что они были привезены в нашу страну и адаптированы к нашему климату благодаря работе сотрудников ботанического сада. Напротив дендрария расположилась территория лаборатории цветочно-декоративных растений. Коллекция насчитывает более 2500 видов декоративно-цветущих растений, как зарубежной флоры, так и наши местные кыргызские цветочные растения. Здесь можно воочию увидеть цветение известных на весь мир кыргызских тюльпанов, легендарный айгуль, наши горные ирисы и многие другие виды и сорта растений. На этой территории расположена единственная в Кыргызстане государственная оранжерея, в стенах которой собрана коллекция из более 400 видов тропических растений. Самая крупная территория ботанического сада на улице Ахунбаева включает в себя коллекцию растений, собранную породовым комплексом, а за каналом расположился сад лаборатории по изучению и выведению новых сортов плодовых растений и участки лаборатории экспериментальной ботаники, где изучаются лекарственные и эфиромасличные растения. Общая площадь территории ботанического сада в городе составляет 170 гектар, поэтому территории сада считаются самой большой озелененной территорией нашей столицы. Благодаря работе ученых-ботаников наша столица была одной из самых зеленых в Советском Союзе. Своими тенистыми аллеями, парками, скверами и бульварами она привлекала множество туристов из соседних стран, вызывая неподдельное восхищение тому, как среди степей и пустынь удалось создать зеленый оазис с фонтанами и прохладными зелеными улицами. Этот подход в озеленении остается по-прежнему на некоторых территориях ботанического сада, поэтому в нем вы не увидите современных декоративных газонов и клумб, но сможете ощутить животворящую прохладу, которую создают 3 яруса трав, кустарников и величественных деревьев. Работу по благоустройству этой территории не останавливали даже в сложные годы Великой Отечественной войны. И в те суровые 40-е годы коллекцию пополняли растениями из Ташкентского ботанического сада, перевозя их по железной дороге. А землю привозили сюда на бричках с лошадьми из нижней части города. Здесь тишину лишь нарушает пение птиц, при этом дышится легко и в воздухе улавливается романтический аромат осени. Это санаторий в условиях городской среды, где горный воздух наполняется фитонцидами от растений, что дает возможность отдохнуть от городской среды и восстановить свое здоровье. И вся эта красота находится в условиях городской среды. Благодаря работе прошлых поколений это по сей день доступно для посещения жителей и гостей нашей столицы. Однако сейчас мы хотим посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, с другого ракурса. И понять причину, почему такая уникальная территория находится в упадке со времен независимости Кыргызской республики. И есть ли шанс сохранить и развивать ботанический сад в современном времени? Для начала важно понять, что ботанические сады во всем мире – это не просто парки. Эти территории организуются для сбора уникальных коллекций растений со всего мира для их изучения, сохранения и при успешной акклиматизации последующее внедрение в озеленение городов, внедрение новых сортов в ландшафтное искусство, сельское хозяйство, медицину и другие сферы человеческой деятельности. Кроме того, ботанические сады – это место созидания прекрасного вида растительных экспозиций, место ботанического и экологического просвещения и место формирования экологической культуры.
Поэтому ботанические сады – это городские центры притяжения, и они находятся под особой защитой государства, и их работа финансируется из государственных или городских бюджетов. Кроме того, создаются механизмы самофинансирования для развития территорий ботанических садов, такие как платный вход, платные образовательные и просветительные мероприятия, реализация посадочного материала, изготовление собственной продукции и так далее. Вернемся в наш сад. К сожалению, в нашей стране, несмотря на былую славу, из-за должного отсутствия государственного финансирования, происходит разрушение инфраструктуры уникального кыргызского ботанического сада. Да и кыргызская наука переживает нелегкие исторические времена. Только представьте себе, на обслуживание его территории в 170 гектар выделяется из республиканского бюджета ставка только одного рабочего с окладом в 3700 сом. Работу по обслуживанию территории взяли на себя научные сотрудники, но и их штат был сокращен в 10 раз, а средний оклад находится в пределах 7000 сом. Вопрос по платному входу так и остался нерешенным. Да и в условиях отсутствия консьержа взимать оплату просто нереально. Такое положение дел привело к тому, что все территории ботанического сада пришли в упадок. Разрушилась и морально устарела не только экскурсионная инфраструктура, но и сама территория находится под угрозой иссушения, так как былая рычно-ирригационная сеть и система подземных водохранилищ на сегодняшний день разрушена, и нет возможности в должном объеме обеспечить растения водой. Отсутствие должного финансирования на рабочих и охрану не позволяет следить за порядком на территории сада, что приводит к стихийному и неорганизованному досугу горожан на его территории, что с каждым годом обезображивает его природные уголки. Проблема не решается со стороны государства, но последствия такого существования приводят к полемике между государственными органами и муниципальными службами, которые не помогают финансово, а якобы заброшенную территорию хотят отдать под строительство. Неужели деньги решают все? Однако горожане никогда не поддерживали эту полемику и многие годы защищали эту территорию от строительства. Муниципалитетам предлагалось сначала на этой территории построить лабораторию по складированию штаммов вирусов и инфекционных заболеваний. Потом предлагали построить очередной стадион. Далее было предложено строительство ветеринарной лаборатории. В прошлом году, несмотря на особый охранный статус заповедной территории дендрария и цветочной лаборатории, муниципалитетом планировалось сократить его территории за счет вырубки санитарно-защитной полосы ради расширения улицы Каракульская. На реконструкцию данной улицы наш муниципалитет получил китайский грант. Казалось бы, всего какие-то 15 метров было заявлено муниципалитетом на отчуждение территории вдоль двух территорий. Но мы понимаем, что это защитный пояс всей территории сада, отчуждение которой полностью поменяет его микроклимат и приведет к гибели его коллекций и изменению микроклимата всей его территории. Администрация сада при поддержке горожан отстояли эти территории, но работы по данной улице так и не решены, а перенесены на более поздний срок. Целостность и жизнь ботанического сада на улице Каракульская все еще находится под угрозой. Все эти инициативы проводились якобы для развития инфраструктуры ботанического сада. Но мы же с вами понимаем, что это был прецедент для начала строительства на этой территории, тем самым убрать особый природоохранный статус. Сегодня городская застройка все плотнее подходит к границам ботанического сада. Нарушаются строительные нормы и правила. Дома строятся вплотную к устью реки. Строительный бизнес и урбанизация сократила зеленые насаждения Бишкека, заняв его зеленые территории, что сказалось на качестве жизни и здоровье всех горожан. В 2019 году Бишкек занял первое место в антирейтинге по качеству воздуха и в течение 3 дней был городом с самым опасным уровнем загрязнения воздуха в мире.
Мы перешли рубеж, что в городе стало находиться уже не просто некомфортно, но и опасно для здоровья. На сегодняшний день территория садов является единственной альтернативой для жителей, живущих в условиях урбанизированной среды. А для жителей нескольких жилмассивов и микрорайонов его территории это единственная возможность дойти пешком до экологически чистого места. При этом строительные компании понимают, что зеленые территории являются основным капиталом комфорта и здоровья горожан, и поэтому застроенные территории около ботанического сада не гнушаются брендировать себя за счет ботанического сада. При этом помощи для сада они тоже не оказывают. Городская застройка продолжает развиваться и забирать все больше территорий. Многомиллионные бюджеты идут на строительство, но Ботсад по-прежнему остается без финансирования. Правительство с 2016 года обещает выделить финансирование, но по сей день бюджет сада так и не увеличен. В 2016 году экс-премьером Тимиром Сариевым 24 марта 2016 года выходит распоряжение премьер-министра номер 142 от 24 марта 2016 года о восстановлении и развитии ботанического сада. Создается межведомственная рабочая группа. В 2018 году кабинетом премьер-министра Сапара Исакова разработан план мероприятий, но бюджетом данный план так и не был поддержан. В 2019 году Мухаммед Калы Абылгазиев обещает помочь ботаническому саду, но по сей день финансирование из республиканского бюджета саду так и не выделено. В ноябре 2019 года ботанический сад включают в республиканский бюджет на 2020 год. Из обещанных 60 миллионов сомов было утверждено Минфином выделить 20, но и они все были потрачены на борьбу с пандемией. У республиканского бюджета на ботанический сад денег опять нет. При этом с каждым годом усиливается ситуация с иссушением территории, что ставит под угрозу жизни коллекции сада. А летний зной раскаляет эти сухие участки, что вызывает регулярные пожары, которые безжалостно пожирают в своем пламени ценные растения и приводят к разрастанию пустошей. Неужели наше поколение будет свидетелем гибели 80-летнего труда, и в наше мирное время мы не сможем сохранить этот удивительный природный уголок? Несмотря на сложные вызовы, ботанический сад остается жить до сегодняшнего дня. Он сохранил целостность своей территории и находится под охраной национального законодательства, как особо охраняемая природная территория в условиях города. И его земли находятся под контролем правительства. Важно помнить, что ботанический сад имени Энвера Закизяна Чагареева является территорией, относящейся к республиканскому бюджету. Это не городская территория, хотя мы географически расположены на территории города. И сегодня у нас сделано очень много работ по восстановлению и по оформлению юридических документов. Очень важно помнить, что ботанический сад является структурным подразделением Академии наук, и на сегодняшний день мы в рамках программы реконструкции и восстановления ботанического сада сделали очень много работы. И эта работа касается как восстановления ботанического сада, так и восстановления определенных наших документов. У нас нет рабочих, но мы не отчаиваемся. Наши сотрудники выполняют как научную работу, так и физическую работу как рабочий. Как наши сотрудники шутят, мы научные работники. У нас были надежды, что правительство выделит нам финансовые средства в рамках программы восстановления ботанического сада, но, к сожалению, на сегодняшний день финансирования пока не было. Но мы надеемся, что все-таки придет время, когда правительство и глава государства обратит внимание на ботанический сад как на наследие всего кыргызского народа и наследие республики. И будет достойное финансирование, как в других ботанических садах мира. На протяжении более чем 80 лет здесь было сделано очень-очень много научных исследований, научных открытий и в озеленении города Бишкек и по всему Кыргызстану достижения наших сотрудников, нашего ботанического сада, они известны.
Непомерными усилиями научных сотрудников сохранились все коллекции ботанического сада, которые включают в себя более 6000 видов растений. Это крупнейшая коллекция в Центральной Азии. На сегодняшний день это основной капитал не только сада, но и генетических ресурсов всей страны. Эти коллекции привлекают международное научное сообщество, поэтому на сегодняшний день Ботсад входит в глобальную сеть ботанических садов по сохранению растений и ведет обмен растительными материалами с ботаническими садами мира. Лаборатория древесных и кустарниковых растений является одной из ведущих в ботаническом саду. Мы занимаемся интродукцией, акклиматизацией, изучением древесных растений. Сюда входят деревья, кустарники и лианы. Сейчас создана коллекция, например, в дендрарии-заповеднике, где-то около 2000 видов, форм и сортов древесных растений. То же самое, примерно 1000 видов, форм и сортов произрастает в дендрарии родовых комплексов. То есть дендрарии построены по разным принципам. Это дендрарий-заповедник по географическому принципу, ботанико-географическому, и дендрарии родовые комплексы по систематическому признаку. Главная задача – это сохранить коллекцию, пополнять ее и изучать растения, как они адаптируются в наших условиях и что мы можем рекомендовать в зеленое строительство или в другие направления какие-то народного хозяйства республики. Как мы пополняем коллекцию? Это в основном обмен семенами. То есть создается дилектус, так называемый, или индекс семенов, который рассылается в другие сады и арборетумы по всему миру. Мы обмениваемся семенами, черенками, живым материалом где-то со 120 садами со всего земного шара, и где-то задействованы 30 стран. Где-то, иногда больше, бывает, присылают. Мы рассылаем свой дилектус, нам присылают свои списки семян. И так мы пополняем свою коллекцию. Здесь действует конвенция о сохранении биоразнообразия. Мы должны ее обязательно придерживаться. Поэтому идет без оплаты, без такой обмен, научный именно, некоммерческий. Кроме того, пополнение коллекции происходит, когда сотрудники ездят в командировки и в экспедиции. Тогда тоже привозят материал из различных садов, и если в экспедиции, то из природных мест обитания. Так коллекция пополняется. И наша задача сохранить это все, изучить, и, в общем, чтобы наш сад был более интересный, и именно для сохранения мирового биоразнообразия мы вносим свой вклад такой. Территории Ботсада составляют самую крупную озелененную территорию в Бишкеке. Обилие зелени и относительное спокойствие привлекает на его территорию множество растительных и животных видов. Здесь находятся не только те виды деревьев, кустарников и трав, которые посажены человеком, но также сотни видов живых существ, обитающих в почве, на ее поверхности, в кронах деревьев и постройках. Здесь находят приют птицы, млекопитающие и большое разнообразие насекомых и почвенных беспозвоночных. На его территории находят убежища, в том числе и редкие и исчезающие виды краснокнижных видов животных, такие как безногая ящерица-желтопузик, степная черепаха, большой пестрый дятел и другие. Ведь даже в искусственных условиях города жизнь стремится к разнообразию. Ведь биоразнообразие и есть само условие для продолжения жизни как таковой. Эта жизнь организовалась здесь не благодаря, а вопреки деятельности человека. За 30 лет независимости территория Ботсада не имела возможности технического обслуживания, и жизнь постепенно все больше захватывала его территорию, в результате чего организовались целые природные сообщества. Это придает уникальность нашему ботаническому саду, когда в условиях города можно встретить представителей дикой природы. Этот хрупкий мир важно сохранить, ведь его жители, полезные виды птиц и насекомых, обслуживают и обеспечивают не только экосистемы сада, но и близлежащие участки зелени, освобождая растения от вредителей. Сохранившаяся территория, коллекции, природные сообщества ботанического сада вдохновило горожан не только встать на защиту этой территории, но и совместно с администрацией Ботсада, его научными сотрудниками разработать план по возрождению этой территории.
Так, 10 января 2016 года горожанами был учрежден общественный фонд «Инициатива по возрождению природного наследия» «Арча». Между общественным фондом и администрацией Академии наук был подписан меморандум о сотрудничестве. Так, с 2016 года была запущена инициатива по возрождению ботанического сада. Ботанический сад в Бишкеке уже существует около 80 лет. Он провел очень большую, огромную работу по озеленению наших населенных пунктов, в первую очередь самого города Бишкек. Очень важный момент то, что благодаря ботаническому саду основа озеленения Бишкека была создана такая, что она создавала благоприятную среду для жизни горожан в условиях очень жесткого континентального климата. В последнее время идет тенденция озеленять населенные пункты по стандартам, которые годятся, положим, для Европы и для других стран, и совершенно не соответствуют нашим условиям. Тем не менее, мода есть мода, и люди ездят теперь за границу, смотрят там. Есть города совершенно пустые, без всяких деревьев. Есть некоторые города, в которых только стриженные деревья и так далее, и так далее. Но совершенно не понимают, что там морской климат, и там озеленение не играет такой существенной роли, как у нас. И поэтому сажать что попало, где попало и как попало, это значит не делать того, что на самом деле приносит пользу нашим горожанам. Поэтому вот в этих условиях роль ботанического сада еще больше возрастает. Только так, учитывая мировой опыт, учитывая ту флору, которая имеется в мире, можно подобрать такой состав, который будет наиболее благоприятен именно для нашего города. В ботаническом саду я провел практически все свое детство, и, наверное, как эколог и как биолог я состоялся именно в этом саду, благодаря ботаническому саду. Наш фонд создан силами горожан. Мы не имеем постоянного финансирования своего собственного, но мы ставим 3 основные задачи в нашей повестке и в нашей работе, которые мы можем реализовывать даже без постоянной финансовой поддержки. Первое направление, важное для нас, это привлечение горожан и лиц, принимающих решения, к ботаническому саду. Поэтому мы на регулярной основе проводим образовательные, просветительские мероприятия, потому что сад – это не только растения и территории, сад, в первую очередь, это люди. И чем больше людей будут разделять ценность сохранения ботанического сада, тем больше шанс его сохранить. Второе у нас важное направление – это привлечение внимания правительства и привлечение ведущих мировых экспертов по развитию ботанических садов. Благодаря этому направлению нам удалось донести до практически, мы уже работаем в 3-м составе кабинета премьер-министра, практически с 2016 года мы работали со всеми премьерами. Мы пытаемся донести о том, что сад нуждается в государственной поддержке, привлечь в его развитие государственное финансирование, потому что это государственная земля, государственное учреждение, и без государственной поддержки сад, к сожалению, не выживет. И мы по данному направлению также привлекаем ведущих мировых экспертов по развитию ботанических садов. Нам удалось привести в Кыргызстан впервые руководство Глобальной ассоциации по развитию ботанических садов. Мы привезли такие ведущие ботанические сады в Кыргызстан, как Миссурийский ботанический сад, Норвежский ботанический сад, Тверской ботанический сад. Эксперты из данных ботанических садов помогали нам разрабатывать стратегию его развития, генеральный план его реконструкции, разрабатывать научные направления работы и разрабатывать программы по работе с населением. И вот благодаря тесной работе с Миссурийским ботаническим садом этот сад имеет крупнейшую коллекцию генетических материалов.
на территории нашего ботанического сада впервые за годы независимости страны была разработана и работает по сей день банк семян и произведен генеральный ремонт теплицы траншейной в дендрарии для того, чтобы выращивать, сохранять и изучать генетический материал. Третье наше направление – это привлечение помощи, физической помощи ботаническому саду. Сад развивается, сад живой, он постоянно требует внимания, требует поддержки развития своей территории. И поэтому мы по данному направлению привлекаем друзей ботанического сада, дружественные организации, на регулярной основе организуем субботники, всевозможные мероприятия для того, чтобы помочь сотрудникам ботанического сада в обслуживании его территории. Это, конечно, очень посильная помощь, она такая достаточно нерегулярная. Мы надеемся, что государство подключится к этой работе и выделит штат сотрудников, которые будут работать на регулярной основе. Но благодаря тому, что горожане помогают ботаническому саду, мы получаем поколение, сопричастное к его развитию. Потому что, когда мы только пришли работать по программе восстановления ботанического сада, мы сделали социальный опрос, была выборка более 2000 человек, и данное социологическое исследование показало, что только 30% бишкекчан знают о территории ботсада. Благодаря тому, что горожане активно участвуют на субботниках, на мероприятиях сада, мы и помогаем саду, и формируем новое поколение, которое любит и желает сохранить территорию ботанического сада. За время работы фонда на территории ботанического сада проведены мероприятия. Все эти мероприятия направлены на помощь в обслуживании его территорий и на привлечение горожан и лиц, принимающих решения к его развитию. Массовые мероприятия городского масштаба позволили расширить круг горожан, отстаивающих интересы ботанического сада, и направлены на то, чтобы с минимальными финансовыми затратами обеспечить образовательную и просветительскую деятельность ботанического сада, знакомить горожан с удивительным миром растений и формировать новое просветительское городское пространство. За время работы инициативы проведено много и кабинетной работы. Совместно с ведущими архитекторами страны, с привлечением экспертов по развитию ботанических садов и научными сотрудниками разработан эскиз генерального плана развития его административной территории на Хунбаева 1А, как Азиатский горный сад, который утвержден на градостроительном совете в 2018 году. Основной задачей создания эскиза генерального плана реконструкции ботанического сада это было создание Азиатского горного сада. Создание этого уникального места располагается на территории 150 гектаров. 150 гектаров сейчас, вы знаете, в каком находится состоянии, порядка 30 лет. Это нет ни бюджета, ни финансирования. И тот героический труд, который делают работники Академии наук и специалисты ботанического сада, они просто заслуживают очень большого к ним уважения, что несмотря на отсутствие финансирования, они сохраняют ботанический сад. Чтобы создать вот такую экосистему, которую мы предложили уникальное такое градостроительное предложение, в котором мы создаем устойчивую среду. То есть мы установили на территории 150 гектаров 12 прудов, которые являются прудами-накопителями. И эти пруды-накопители, они нам позволяют сохранить влагу в жесткий климатический период лета и распределять капельным поливом на всю на нашу зеленую массу. И Азиатский горный сад, он рассматривается у нас как музей всех растений Средней Азии под открытым небом. И это сохранение этой уникальной горно-азиатской мировой флоры для нашего поколения, для будущих поколений, это является очень важным вкладом. Здесь мы предлагаем создание лабораторий по восстановлению зеленых насаждений. И основной целью реконструкции ботанического сада это было сохранение и восстановление и преобразование этого ботанического сада в одну из главных достопримечательностей городской среды. Что это обозначает? Значит, чтобы это было не только было научно-производственное такое территориальное образование, а это было, чтобы стало уникальным местом посещения горожан
этой территории. В любых странах ботанический сад это является одним из самых уникальных мест для посещения горожан. Здесь мы предложили, как я сказал, использование велосипедных дорожек, прогулочных аллей, оранжерей, лабораторий, сделали уникальную входную группу, установили места сервисного обслуживания для посетителей. И вот эта вот природная территория, она стала как бы у нас и туристической, и образовательной, и стала культурным центром. Благодаря слаженной работе с правительством в 2018 году разработан и утвержден план по развитию территории ботанического сада. Все кабинетные работы по плану были выполнены, но на инфраструктурные изменения так и не было выделено средств. Представители фонда и администрация ботанического сада надеются, что планы воплотятся в жизнь. Мы, научные сотрудники, администрация Национальной академии наук, при поддержке Общественного фонда инициативы Арча и некоторых консультантов проделали большую документальную работу в плане создания и утверждения концепции развития территории ботанического сада по улице Ахунбаева как азиатский горный сад. У многих ученых вызывает интерес, как можно развить концепцию азиатский горный сад на территории предгорной зоны в масштабе города Бишкек. Но мы говорим, что это тренд, что это марка азиатский горный сад. Ведь вся территория Кыргызстана — это горная страна. И природная флора горных территорий вызывает очень большой интерес у ученых всего мира. И на территории нашего ботанического сада мы хотим воссоздать такую территорию, где будут представлены растения, флора горная на территории, в условиях города. И оно будет доступно и интересно для наших посетителей, для наших горожан, для наших гостей, которые прибывают не только из регионов нашего Кыргызстана, но и из-за рубежа тоже. Поэтому мы надеемся, что финансирование все-таки у нас будет, и мы сможем реализовать эту программу, эту концепцию «Азиатский горный сад» вот на нашей этой территории, в чертах города Бишкек. И это будет в определенной степени дань памяти замечательного ученого, замечательного человека, доктора географических наук, профессора Эмиля Джапаровича Шукурова. Ведь он был одним из основателей этой концепции «Азиатский горный сад». Практические мероприятия в саду, организованные фондом, продолжаются с 2016 года. При поддержке международных организаций проведена очистка территории дендрария. Его коллекция полностью проэтикетирована, восстановлена экскурсионная инфраструктура. Совместно с горожанами при поддержке международных организаций проведены работы по улучшению инфраструктуры цветочной лаборатории. Разработан эскиз ее развития с возможностью попечительства клумб разными организациями. При поддержке Академии наук проведен частичный ремонт оранжереи, благодаря чему удалось восстановить и пополнить коллекцию тропических растений, жизнь которых была под угрозой после аварии на ТЭЦ в 2018 году. На территории сада силами горожан при поддержке Института стратегии устойчивого развития создана площадка, где организованы участки по размножению растений, высажены коллекционные виды ботанического сада и проводятся практические занятия по садоводству и изучению горно-азиатских растений природной флоры. Территория создана для передачи практических знаний. Мы хотим создать условия для развития науки о молодежной среде. Дачники, любители растений объединяются на этой площадке. Здесь мы испытываем новые подходы по уходу за территорией. Благодаря ИСУР мы внедрили новые методы полива, что позволяет более эффективно расходовать воду и обслуживать ее. Также на территории мы высаживаем новые растения нашей кыргызской флоры для того, чтобы молодежь ознакомливалась с этой флорой и использовала ее у себя, прививая любовь к растениям. На этой же площадке организуются лектории под открытым небом, и горожане регулярно пополняют ее копилку.
Тем самым организуется новое городское общественное пространство для образования и просвещения. Все больше горожан собирается в поддержку ботанического сада. Волонтерское движение друзей ботанического сада не ограничено по возрасту. Каждый год мы организуем большое количество мероприятий, как для ботанического сада, так и по всему городу. И основной нашей направленностью это мероприятия, посвященные растениям. Мы разговариваем о растениях, о качественном экосистемном озеленении. И в это все мы вовлекаем молодежь. Конечно, один человек это не может сделать, поэтому у нас есть довольно большой штат волонтеров и тимлидеров. У нас ежегодно проходит 50 волонтеров, 6 тимлидеров по основным направлениям. И за год мы привлекаем более 2000 помощников. И наши мероприятия имеют охват около 10 000 человек, может быть, даже больше. А помимо этого у нас есть такой небольшой уютный клуб друзей ботанического сада. Это люди, которые посещали наши лекции, которые познакомились на них. И сейчас это переросло в такое некое сообщество. Они приходят сюда каждую неделю в четверг, обмениваются растениями, обмениваются знаниями. И это люди, которые всегда готовы помочь ботаническому саду, как-то поучаствовать в посадках и привнести сюда какие-то новые идеи, может быть, даже небольшие проекты. На самом деле мы все разные, и всех нас объединяет любовь к ботаническому саду и надежда на его скорейшее возрождение. Все это возможно еще больше развивать, если бы сад был обеспечен поливом. По средним расчетам, на восстановление его ирригации и приобретение техники для обслуживания территории необходимо 60 миллионов сом. И эту сумму ботанический сад ждет с республиканского бюджета уже 3-й год. Отсутствие воды приводит к уничтожению территории ботанического сада, поэтому в 2019 году нами была запущена общественная кампания «Сосботсад», где была с целью собрать около 400 тысяч сомов. Но по факту нам удалось собрать 120 тысяч сомов. Несмотря на это, благодаря общественной поддержке и информационной кампании мы смогли без финансовых затрат установить подающие каналы. Сейчас же мы нашли подрядчиков, которые могут в 3 раза дешевле установить нам шлюзы. Поэтому мы сейчас начинаем эту работу. За 4 года сделано немало. При поддержке горожан, местного бизнеса, международных организаций. Сделает ли шаг навстречу саду наше государство, в ведении которого находится сохранение этой особо охраняемой территории? Первый шаг для развития ботанического сада – это финансовая поддержка из республиканского бюджета. Ботанический сад срочно нуждается в новой современной ирригационной сети, на разработку и внедрение которой нужно около 60 миллионов сом. Нужен особый статус ботаническому саду, чтобы он финансировался не только как научно-исследовательский институт из выделенного под науку бюджета, но и имел бюджет на развитие и обслуживание своих территорий. Нужно на государственном уровне утвердить механизмы для самообеспечения территории ботанического сада, реализовать инициативу по платному входу, что практикуется во всех ботанических садах мира. Кыргызстан является стороной большого количества природоохранных конвенций и договоров. За счет этих международных процессов в Кыргызстан поступают большие средства. И ботанический сад может стать площадкой демонстрации того, как Кыргызстан реализует эти обязательства. Территория ботанического сада может стать местом демонстрации водосберегающих технологий, местом демонстрации надлежащего устойчивого сельского хозяйства, а также может стать местом, где будут внедрены практики зеленой экономики, где будет демонстрироваться правильное озеленение для формирования благоприятного микроклимата. То есть это, можно сказать, ВДНХ в современных условиях. То есть место, где можно воочию в условиях города увидеть вот эти вот новые технологии. Кроме того, генеральный план его реконструкции на Ахумбаева предусматривает создание тропы здоровья. Ботанический сад может стать санаторием в условиях города, местом, где жители смогут поправлять свое здоровье. А самое главное, восстановленный ботанический сад может стать местом красоты и единения с природой. Наряду с театром оперы и балет, с филармонией,
с драматическими театрами. Это, в отличие от парка, это место культуры, это место созерцания, место красоты. И мы надеемся, что в этом восстановленном месте наше поколение будет формировать новую созидательную экологическую культуру. Для нас, жителей города Бишкек, территория ботанического сада – это место красоты, место единения с природой. Это символ экологической надежды нашего города. Надежды на формирование экологически грамотного, созидательного поколения бишкекчан. Место, которым мы все будем гордиться. И тут хочется задаться вопросом. Неужели наше поколение не сможет сохранить это наследие или создать это наследие? Неужели азиатский горный сад будет достоянием другой страны? Мы верим, что у нашего поколения будет возможность создать наследие, которое прославит нашу страну на весь мир своим биоразнообразием, культурой и уникальным миром кыргызских горных растений.